цитату Джон Кенеша, Святослава Рашитовича, Жигитова. Святослав Рашитович, хорошо. Добрый день, уважаемые участники совещания. Я вот послушал основные здесь выступающих. Очень интересное выступление. Я что хочу сказать? К сожалению, вот то, что здесь говорится, я далек от того, что никто ничего не делает. Да? Все очень стараются, все работают. Вот. Тут около 19-20 целей. Вот. Они все эти условия, конечно, делаются при помощи, соответственно, наших партнеров, международных доноров, спонсоров. Вот. Но такое впечатление складывается, что они как полагают, решаются, не связаны между собой, понимаете? И когда говорят об успехах, мы можем говорить только о тенденциях успеха. Вот. Но, к сожалению, реальная жизнь показывает, что они не решаются, это проблема, понимаете? Особенно, когда вот здесь вот говорили о неравенстве, вот вчера Светич тоже очень правильно заметил, что оно, к сожалению, углубляется, социальное неравенство. Понимаете? Вот. Я поэтому что хочу сказать? Я этому хочу дать определенную, своими мыслями поделиться с вами. Почему это вообще происходит? Почему мы за 34 года как бы бурно не развиваемся? Понимаете? Хотя у нас есть все объективные факторы, которые говорят о том, что после того, как мы получили независимость, мы должны были очень активно, бурно развиваться. Потому что все объективные факторы у нас есть. Это богатейшая ресурсная страна. Если взять, скажем так, богатство ресурсов на одного человека, мы одна из богатых стран. Потому что население у нас небольшое, всего 7 миллионов человек. И, кстати, качество трудовых ресурсов тоже очень высокое. У нас 100% грамотность, среднее образование, 100%. 30% нашего населения с высшим образованием. Такого качества трудовых ресурсов не может даже похвалиться Соединенные Штаты Америки. Понимаете? Мы одни из самых высокого качества трудовых ресурсов. Но, к сожалению, за 34 года они весьма деградировали. И мы это видим. Понимаете? Это отражается в системе образования. Вообще, если говорить о человеческом капитале, то она, к сожалению, за 34 года сильно деградирует. Если взять, допустим, здоровье людей, образование людей, культурная сфера нашего, то она деградирует. И причина чему? В чем? Я, например, предполагаю, что причина в либерализации этих вещей. Либерализация социальной сферы и культурной сферы, вообще социальной сферы, само по себе нонсенс, понимаете? Потому что у нас получается за счет того, что мы очень сильно увлеклись либерализацией, в частности социального сектора, у нас получилось, что у нас не образование, а оказание услуг образования, то есть превратили в бизнес. У нас не здравоохранение, а оказание услуг здравоохранения, тоже бизнес, понимаете как? И в результате результат то же самое. От того, что мы либерализуем социальную сферу, неравенство только углубляется. Потому что хорошее качество образования, хорошее здравоохранение, качество услуг, они доступны только богатым людям. А основной массе людей, почти 90%, они недоступны. Понимаете? Поэтому здесь, понимаете, например, еще одна из причин, которая, мне кажется, я не претендую на конечную истину, вот, это отсутствие долгосрочной экономической политики в нашей стране. Официальная экономическая политика заключается в том, что, опять же, связана с либерализацией, она звучит так: все решит рынок. Рынок все решит, отрегулирует и будет разбираться все. И социальная сфера, и вообще будет процветать и так далее. Но, к сожалению, за 34 года мы видим, что это не так, понимаете? Значит, в нашей экономической политике что-то не так. Нам нужно менять эту экономическую политику. И нам, наверное, нужно подумать над тем, чтобы изменить модель развития нашего. Понимаете как?
Та модель развития, за которую мы взяли, что рынок решает все, на сегодняшний день от него даже отказываются западные страны во главе с Соединенными Штатами. Ищут новые модели развития, которые называют инклюзивным капитализмом. Понимаете? Они ищут. Потому что тот кризис, в который мы ввергли в 2007-2008 году, мы из этого кризиса не вылезли. Вся мировая экономика только углубляется в этот кризис. И мы это чувствуем. Поэтому нам нужно подумать о новой модели развития нашего. Нам над этим надо подумать. И в чем это заключается? Понимаете, в чем дело? Нам нужно вообще все-таки отказаться от политической, такой экономической политики, которая утверждает, что рынок решает все. Рынок, к сожалению, решает только текущие моменты. Рынок — это очень эффективный инструмент, который очень быстро, в реальном времени, на текущий момент, быстро перераспределяет ресурсы из застаивающей части экономики в развивающую часть. Вот в этом только. И он эффективен только в текущем моменте или в ближайшей перспективе. А долгосрочный рост, он зависит от государства. Его роль очень высока. Долгосрочный рост должен происходить под руководством государства, под координацией, взаимодействием государства. Понимаете? Государство в долгосрочном росте должен действовать как координатор, и который всех объединяет в одну кучу и дает какое-то общее направление для всех, в том числе и для бизнеса тоже. Теперь, что касается капитала. К сожалению, в настоящее время характер капитала меняется. Понимаете? Вот этот вот капитал, он становится инклюзивным, так называемый капитал. То есть капитал, который служит интересам всего общества. Он вот таким становится. И сейчас вся модель именно под это подстраивается, чтобы капитал был инклюзивным, чтобы он служил всему обществу, чтобы он работал на повышение благосостояния людей, а не на то, чтобы повышать прибыль только бизнеса. Понимаете, в чем дело? Еще хочу сказать, в чем смысл изменения характера капитала. Я уже сказал, он становится инклюзивным. И еще нужно сказать, что на сегодняшний день, мне сказали, что здесь присутствует бизнес. Я хочу сказать, на сегодняшний день в современных условиях наиболее высший пилотаж увеличения прибыли — это не за счет эксплуатации человека, не за счет присвоения там прибавочного продукта или прибавочной стоимости, а за счет благосостояния, повышения благосостояния народа. Только за счет повышения благосостояния народа бизнес может получить максимальную прибыль. Сейчас в этом заключается смысл инклюзивности капитала. Поэтому я хочу сказать, что я уже сказал, что, понимаете, отсутствие в нашей стране долгосрочной экономической политики — это одна из самых главных причин нашего неразвитости, вернее, недостаточной развитости. Понимаете, мы развиваемся, но очень медленно. Мы можем говорить только о тенденциях, но не о решении каких-то социально-экономических проблем, о развитии, и приходится говорить. Поэтому нужно переходить какой-то вот, надо иметь какой-то стратегический план развития, понимаете, какого у нас нету, к сожалению. Я предлагаю переходить именно на стратегическое планирование, долгосрочное, как минимум на 15 лет, а то и на 30 лет. Конечно, у нас есть различные степени, различного характера программы развития до 26 года, до 30 года, даже есть до 40 года. Но, к сожалению, понимаете, эффективность этой программы очень низкая, к сожалению. Очень низкая. Мы не получаем того желаемого результата, который мы хотели. А, к сожалению, даже и наоборот, из-за этих недостатков вот это неравенство социальное, оно углубляется. Богатые становятся все богаче и богаче, а бедные становятся беднее и беднее. Вот в чем заключается углубление неравенства. Вот. Вторая, на мой взгляд, причина неразвитости — это наши экономические и финансовые власти понимают деньги, представление о деньгах 17-18 века, понимаете? Поэтому все эти мы отстаем очень сильно
Вот система финансов у нас очень сильно от этого отстает. У нас представление о деньгах 17-18 века. А на сегодняшний день, когда я говорю о том, что характер капитала меняется, он становится эксклюзивным, заключается в том, что сегодняшние финансовые технологии позволяют многократно увеличивать скорость обращения капитала. А мы этого даже не знаем, понимаете, мы даже этого не понимаем, мы об этом даже не думаем, к сожалению. Вот один из примеров, например. Вот сейчас очень хорошая политика идет, допустим, по развитию ипотеки. Вот государственная ипотека, да? Очень хорошая идея. Но она вначале была заражена как решение проблем населения с низким доходом населения. Вот для них была госипотека, прежде всего для служащих. Но сегодня она опять превратилась в бизнес. Понимаете? И вот этот вот квадратный метр, который поначалу планировалось сделать не более чем $450 за квадратный метр, на сегодня стали уже 1100, около 1100. А те, которые 50% предоплату делают, для них, значит, там квадратный метр до $2000. Понимаете? И опять это жилье, эта ипотечная программа становится недоступна для большинства населения. И он опять превращается... Сейчас я заканчиваю. Да, я уже заканчиваю. Поэтому я что хочу сказать. Если правильно использовать сегодняшние финансовые технологии, то вот эти вот квадратные метры можно удешевить до 7 раз. Представляете? То есть $1000, то, что стоит, можно уменьшить квадратный метр до 150, до $200 за квадратный метр. Если его правильно использовать финансовые технологии, о которых у нас никто не думает. Вот. Сейчас я работаю над этими схемами, предлагаю, делаю предложение нашему правительству, нашему президенту, я его могу сегодня предложить. Как сделать так, чтобы стоимость квадратных метров опустить, то, что стоит сегодня $2000, опустить до $300. До $300 за квадратный метр. То же самое можно сделать для развития сельского хозяйства. И всей промышленности, которая связана с сельским хозяйством. Это химия, это много еще. Это тоже. И за счет этих финансовых технологий можем производительность в сельском хозяйстве и связанной с ним отрасли производства, производительность увеличить 7 раз, до 7 раз. Не сразу, постепенно. Понимаете? Вот это будет устойчивый рост. Вот это будет решение всех наших проблем. И тогда все наши проблемы будут решаться системно, а поскольку у нас народу у нас немного, а ресурсов очень много, вот, мы могли бы за 5 лет выскочить уже, такое государство с очень высоким уровнем жизни и качества жизни. За 5 лет можно это сделать. Понимаете? Да. Тем более я еще хочу одну из объективных сторон того, что мы должны очень трудно разбираться, это очень гармоничный климат. У нас очень гармоничный климат. Потому что у нас 3 месяца весны, 3 месяца лета, 3 месяца осень, 3 месяца зимы. Это помогает естественным образом нормализовать нашу окружающую среду, если мы будем правильно использовать эту гармонию нашей жизни. У нас очень много этих, поэтому я сейчас еще раз с этой трибуны, я думаю, что эти мои слова дойдут до адресата, я еще раз предлагаю нашему государству свои услуги. Я в тот раз сказал, что сейчас, понимаете, действительно сейчас идет развитие, начиная с 2021 года по сегодняшний день, сейчас сколько у нас, 9%, да? 9% это просто самые высокие санкции. Но это исключительно за счет того, что мы увеличим денежную массу, за то, что мы увеличиваем внутренние и внешние долги, мы привлекаем очень много количества. Мы увеличим денежную массу, но она все сопровождается инфляцией, понимаете? И для того, чтобы эту инфляцию решить, все, что деньги, которые на рынке, Национальный банк вынужден его вытаскивать оттуда.
И за счет этого вот эта только развивающаяся вещь, она опять за счет того, что мы вытаскиваем деньги, чтобы сбить инфляцию, развитие нашей фармацевтики. Сейчас одну минуту. Вот. Поэтому я еще раз так, товарищи, уважаемые господа, еще раз, я надеюсь, мои слова подписали. Я предлагаю свои услуги, как сделать так, чтобы наши производительство увеличить. Как сделать так, чтобы цену уменьшить в 7 раз. Вот этот механизм есть, он готов, я его готов предложить нашим правительству, нашим. Спасибо.